Здравствуйте! Большую часть сегодняшней передачи мы посвятим рассказу о том, кто и каким образом наступает на права малого предпринимательства в нашей республике, а также о том, как власти, в данном случае федеральные, ограждают это самое предпринимательство от административного давления, в том числе и контролирующих органов. Но об этом сразу после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте! Начну с события недельной давности, которое вызвало широкий общественный резонанс. Драка между школьниками в центре Якутска. Милицией было установлено, что ее организаторами выступили школьники 2 и 26 школ. Они же на свою сторону привлекли учащихся 5 школы и национальной гимназии. По результатам проверки уголовного дела было решено не возбуждать. Однако накануне городской прокуратуре в связи с этим же самым событием пришлось проводить оперативное совещание. Дело в том, что одна из газет опубликовала достаточно сенсационное, скажем так, сообщение на эту тему. Там речь шла о применении газового пистолета и дубинок. Да, в общем-то неприятный такой инцидент, но, как мне пояснил сегодня уже заместитель прокурора Александр Бацев, никакого оружия на самом деле не применялось во время этой драки. По крайней мере, в этом убеждены работники и Управления внутренних дел, и городского управления образования тоже. У меня есть фотографии, где они идут с палками. А что не сказал-то? В интернете висят, правда? Да? Да. И тем не менее, проверка газетной публикации будет продолжена. Сегодня на территории Якутской ТЭЦ прошли антитеррористические учения. Еще накануне вечером сотрудник компании пронес в здание через пункт охраны муляжи 2 бомб, а сегодня сообщил о них анонимно. В результате была проведена эвакуация персонала. Лучше всего со своей задачей справилась служебная собака. Она обнаружила обе бомбы за 2,5 часа. А самое неприятное в этой истории, пожалуй, то, что ведь мнимый террорист свою бомбу заложил не куда-нибудь, а в турбинный зал станции. И все-таки ее обнаружили. Хотя было бы спокойнее, если бы охрана станции задержала сотрудника еще на проходной. Да, но это, в общем-то, наверное, нереально. По крайней мере, я помню в предыдущий раз, когда проводились же такие же учения, бомбу тоже обнаружили по звонку. То есть охрана никак не отреагировала на ее появление на станции. Одно успокаивает в этой истории, что не родился тот сумасшедший, который бы захотел заминировать ТЭЦ. А следующее сообщение из сферы высокой политики. Председатель Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев сегодня ответил на вопросы корреспондента агентства Саха-Ньюс. Основная тема – резкая критика коммунистами ряда членов правительства. Она известна давно. А вот новое в позиции Компартии – то, что коммунисты не будут возражать, если действующий президент республики возглавит еще и правительство. Между прочим, вопрос отнюдь не праздный, ведь буквально в эти дни президент Штыров в Москве проводит консультации относительно кандидатуры будущего премьер-министра. Такая процедура стала в нынешних условиях неизбежной, хотя кандидатуру в премьеры депутата Малтумена будет позднее представлять президент. На самом деле это будет кандидатура Кремля. Мне все-таки кажется, что Кремль на самом деле видит на вот этих 2 постах все-таки разных людей. Впрочем, разных схем сейчас можно строить сколько угодно, однако правительство уйдет в отставку только после того, как президент принесет присягу, а случится это в январе. И в заключение выпуска сообщение на культурную тему. Накануне якутские циркачи отчитались о своем выступлении в первом международном фестивале клоунады в Пекине. На арену в цирке китайской столицы, а также импровизированные площадки прямо в городе выходили заслуженные артисты Якутии Ростислав Лебедев, Александр Березкин, а также Аркадий Ефремов и Дмитрий Халыев. Ну а теперь давайте обратимся к основной теме нашей сегодняшней передачи. Больше чем уверен, что в нашей стране, в нашей республике, в нашем городе найдется мало предпринимателей, кто бы не пожаловался на то, что испытывают очень сильное давление административное с различных органов власти, а также контролирующих органов, которых, в общем-то, достаточно много. Но в данном случае, в данной нашей передаче речь пойдет не о каких-то криминальных наездах, заказах, так называемых, на предпринимателей. Дело в том, что ведь у предпринимателей достаточно много других узких, скажем так, мест, которые в конце концов приводят их к достаточно большим проблемам с контролирующими органами, в частности с налоговыми. Пока там эту большую фирму проверишь, пока, у нее наверняка найдутся высокооплачиваемые московские юристы, которые все равно все это дело отспорят. А предприниматель он взял с него и деньги взял, и приличные деньги берут. От 1,5 миллиона и выше же начисляют налогов. Это одно мнение. Однако, и как теперь выясняется, еще и в Москве понимают всю сложность проблемы, которая действительно во вселенском буквальном масштабе обрушилась на нашу страну. Сайт Политру на днях поместил такое сообщение. Ассоциация юристов России объявила о создании в течение полугода во всех регионах сети общественных приемных.
В рамках реализации этой программы в России будет создана сеть общественных приемных, в которых граждане России будут консультировать по юридическим и правовым вопросам. Предполагается, что центры будут созданы во всех федеральных округах и регионах Российской Федерации. Среди основных задач, поставленных перед созданием этих центров, это повышение общей правовой культуры в стране и доступности юридических, правовых и информационных услуг для населения. Ну вот это, наверное, нужно считать как своеобразный ответ федерального центра на то, что наши предприниматели не желают заниматься самообразованием. Ну, что греха таить, большинство из них, в общем-то, считает, что дешевле и проще откупиться от сотрудников контролирующих органов, чем заниматься вот этим самым самообразованием. Ну и вообще знакомство с законами и нормативными документами они считают делом менее интересным и значимым, чем изучение конъюнктуры рынка. Если попробовать оценить исполнение обязанностей по уплате налогов предпринимателями, ну, может быть, на 3 с плюсом. Потому что на сегодня именно у предпринимателей выявляется наибольшее число правонарушений, причем такого характера, к сожалению, не сказать даже, что налоги устанавливается сокрытие налогов, может быть, а именно по незнанию налогового законодательства допускаются ошибки, которые приводят к занижению налогов, приводят, соответственно, к штрафам, значит, начислению пений и, соответственно, вплоть до уголовной ответственности. Во всевозможных контролирующих органах прекрасно осведомлены об этой, ну скажем так, слабости наших предпринимателей. И поэтому ловят их, что называется, на незнании, ну а кроме того еще и на том, что наше законодательство все-таки не так просто для понимания и толкования. Сами противоречия, имеющие место в налоговом законодательстве на сегодня, они порой приводят к тому, что налоговые органы, стремясь, конечно, защищать интересы бюджета, в некоторых случаях все равно допускают какие-то, значит, ну, может быть, перегибают несколько, ну, не только налоговые органы, здесь и налоговые органы, и все органы, которые контролируют налоговое законодательство, конечно, работая в сторону бюджета, допускаются какие-то тоже перекосы. Но, тем не менее, я думаю, что, если, опять же, говорить о пятибалльной, но я думаю, что уже на 4 твердую налоговые органы на сегодня работают в контрольной работе. Если иметь в виду то же самое в отношении органов милиции? Противоречие как раз налоговому законодательству, может быть, в некоторых случаях незнание каких-то экономических, финансовых дисциплин, отдельных моментов налогообложения, они приводят как раз к тому, что органы милиции зачастую квалифицируя, ну хотя, конечно, не квалифицируя даже, а проводя свои вот эти мероприятия, они в основном направлены на то, чтобы, как бы, ну, в основном, вернее, выявляют как раз факты, которые можно на поверхности увидеть. Вот в частности, со счетами, фактурами. И в данном случае не надо здесь вот каких-то больших расследований, каких-то больших проверок, встречных проверок. Просто это все лежит на поверхности, потому что, как правило, данные организации, вот мы с кем встречались, они практически все легальные, то есть они свой доход даже не скрывают. Они свои декларации по налогу на доходы физических лиц, декларации по единому налогу, применяемому при упрощенной системе налогообложения, они показывают с учетом этой выручки, куда включается налог на добавленную стоимость. То есть, в принципе, этот налог задекларирован, даже эта выручка, вернее, полученная данным способом, она задекларирована. Но, тем не менее, в связи с нарушением вот 21 главы Налогового кодекса возникает ответственность, которая приводит, вот, как я уже говорила, вплоть до уголовных дел. Судом там они получают реальные сроки или нет? Вот в вашей практике как это было? Ну, в нашей практике пока вот было, что ограничивались штрафами, поскольку, как я уже говорила, что вот нам встречались налогоплательщики, которые на самом деле уж не являются такими злостными лицами, которые, да, укрывают налоги. То есть другие-то налоги они платят практически. Поэтому суды ограничивались штрафами. Но на самом деле, вообще-то, реальный срок даже лишения свободы возможен по статье 198-199 Налогового кодекса, Уголовного, кодекса. То есть вся проблема, если я правильно понял, только в том, что вот эти предприниматели не в курсе вот таких деталей. Да. Только в этом? Да, в основном да. То есть они не в курсе тех последствий, к которым может привести. Ну, не в курсе, конечно, получается, не в курсе и самой нормы налогового законодательства о том, что, не являясь плательщиком НДС, не следует выписывать счета, фактуры с учетом налога на добавленную стоимость. Счет-фактуру выписать можно, но налог указывать нельзя. Потому что вот такое действие, оно приводит к тому, что контрагент, как я уже говорила, сумму эту возместит из бюджета. А для того, чтобы
значит, возместить ее из бюджета, должен быть в бюджете источник для уплаты. А источника в данном случае данный предприниматель, он там не создал, поскольку не уплатил в бюджет этот налог. Соответственно, вот отсюда и возникает обязанность по уплате его в бюджет и по приводящей вот в уголовной ответственности в виде неуплаты налога. То есть ответственность за неуплату налога возникает в данном случае. Наш сегодняшний консультант сама выходец из налоговых органов, и поэтому по прошлому опыту она прекрасно знает о том, кто входит в своеобразную группу риска. Это торговые организации в основном, которые находятся на НВД, либо на упрощенной системе в части оптовой торговли. Зачастую это транспортники, которые у нас также уплачивают единый налог на вмененный доход, предприниматели, которые оказывают транспортные услуги. И очень часто, вот даже наиболее часто, наверное, встречались нам организации, которые либо сами выполняют строительные работы, либо выполняют какие-то другие подрядные работы, связанные со строительством. И при этом заказчик либо инвестор, являясь крупным предприятием, находясь на общем режиме налогообложения, зачастую бывают такие даже случаи, что не просто заинтересован, а требует от своих контрагентов, в данном случае вот от таких небольших предприятий, которые находятся на упрощенной системе или на НВД, что, пожалуйста, выполняйте работу, мы готовы с вами заключить договор, но только в том случае, если вы будете предъявлять нам НДС, потому что, в свою очередь, уже та организация, которая потребляет эти услуги или покупает какие-то товары, работы, она будет иметь право на налоговый вычет, то есть на возмещение этого налога. И в этом случае, соответственно, организация, иногда бывает, что просто по ошибке, иногда вот действительно, когда под давлением своего контрагента, иногда просто у организации, то есть вот в части индивидуальных предпринимателей можно сказать, что индивидуальные предприниматели, может быть, не задумываясь даже, полностью передав функции ведения учета, составления деклараций работникам своим счетным, бухгалтерам или другим специалистам, которые, бывает, что и не специалистам, которые ведут бухгалтерский учет или составляют налоговые декларации, вот полностью им доверив, не контролируя этот вопрос, не задумываясь о последствиях, вот они как раз и попадают в группу риска, когда им доначисляют в данном случае налоги. Ежегодно десятки предпринимателей Якутска в судах вынуждены расставаться с частью своей выручки как раз вот по тем самым вопросам, по которым они не осведомлены. Ну, грубо говоря, даже можно, наверное, сказать, по оплошности. Так вот, упомянутые в самом начале этого комментария центры по юридической консультации предпринимателей, в частности, в общем-то речь идет о всех гражданах страны, видимо, в какой-то мере должны снять это противоречие. Хотя основное все-таки слово, главное решающее слово все-таки за самими гражданами. Между тем, эксперты в Москве полагают, что создаваемые центры консультаций граждан по юридическим, по правовым вопросам будут решать и иные политические задачи. Об этом, в частности, пишет газета «Ведомости». Она увидела в этих центрах одну из структур, которые, как она полагает, решат для Кремля проблемы с будущими федеральными выборами. На такое вот заключение эксперта газеты подтолкнула личность руководителя, человека, который возглавил Ассоциацию юристов нашей страны. А речь идет об Олеге Кутафине, известного тем, что в 2000 году, а затем в 2004 годах он возглавлял инициативные группы по выдвижению Владимира Путина в президенты России. И надо признать, что, видимо, «Ведомости» недалеки от истины. Дело в том, что в Ассоциацию юристов входит почетным членом никто иной, как Владимир Путин. А в президиум входит Дмитрий Медведев, личность достаточно широко известная в последнее время в нашей стране. Но и кроме него в президиум входят также все российские силовики, председатели всех высших судов, глава президентской администрации Сергей Собянин, председатель Центра избиркома Александр Вишняков. В своих прогнозах относительно политической подоплеки создаваемых центров по консультированию по правовой пропаганде газета «Ведомости» идет еще дальше. Дмитрий Бодовский из научно-исследовательского института социологических систем не сомневается, что проект приурочен к федеральным выборам 2007-2008 годов. Такая сеть может быть использована для сбора с мест информации, от социологической до компромата на местную власть. Она также позволяет оказывать юридическое давление на руководителей этих регионов. Ну, вот такое вот мнение «Ведомости», хотя мы с вами прекрасно понимаем, что политика политикой, однако жизнь-то идет своим чередом, и если эти центры будут создаваться по всей стране, то в самом деле, возможно, многим из нас станет легче жить. Ну, по крайней мере, мы будем знать, откуда, что и когда прилетит к нам. На сегодня все. До свидания.